Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Позвольте мне поздравить вас еще раз с прошедшими праздниками. Желаю пожелать вам успехов в вашей жизни и чтобы у вас был такой творческий всплеск. Я, решил ответить на некоторые вопросы моих подписчиков и также держать вас в курсе того, чем мы занимаемся на сегодняшний день по теме Ноев ковчег и вообще по изучению истории народа Нохче. Дело в том, что историю народа Нохче я занимаюсь буквально с 1980 года профессионально, скажем, работая в художественной школе и, естественно, участвуя в выставках в республиканских, союзных, но и в 1982 году удалось поучаствовать в зарубежной выставке, которая состоялась в городе Лейпциге, тогдашней ГДР, Германская Демократическая Республика была такая. Ну, там, естественно, были успехи, и буквально на днях, вот эти праздничные дни, я встретился с своими друзьями, старшими товарищами, которые внесли большой вклад в развитие народного искусства и изучение истории народа Нохчи. У них, конечно, есть и труды написанные. Я как-то их выставлял в своих роликах, но вы так, наверное, не заметили это, ибо вот эта тема Ноев ковчег все затмевает, понимаете. Я видел там какие просмотры, когда я рассказывал о них, выставлял их в своем канале, ну, где-то максимум 1000, 1500 и всего же, а вот что-то связанное с ковчегом и до 10 тысяч доходят просмотры, я имею в виду. В некоторых местах, 200, когда я первый раз заговорил о драконе в Чеченской Республике, более 250 тысяч просмотров. Ох, как интересно. Эта тема интересна, видимо, всем. Насчет дракона я вас еще удивлю. Видеозаписи, конечно, если даже я покажу, вы скажете, что это фейк и так далее. Но нет-нет, к съемке мы уже готовы, знаем, где он обитает, но не хотим его беспокоить. Но скоро, нет-нет, я вам кое-что покажу. И, оказывается, есть люди, которые мирно сосуществуют с ними, понимаете. И на сегодняшний день я слышал, что раньше были люди, которые абсолютно не боялись их, разговаривали с ними, и эти существа тоже их, людей, не боялись. Вот в буквальном смысле вот этот шатоевский дракон, о котором я вам выставлял ролик, житель этого села, именно этого дома, встретил меня в Грозном. Когда я заправлял свою машину, он с Казахстана дал мне свой телефон и позволил мне в любое время удобно установить камеры. Вот так вот. Я говорю, это правда или, спрашиваю, это правда или этот человек просто испугался и его вымысел? Да нет, говорит, я живу, говорит, в Казахстане, дом пустовал, и когда попросили, что он как беженец в Шатое оказался, дом его как-то разрушен, сгорел, не знаю я. И я ему позволил там жить. А он испугался. Говорит, один раз, говорит, был случай, когда я его тоже, говорит, заметил, но я матери сказал вот так, а она говорит, да оставьте его в покое, что он тебе мешает, что ли. И она отлично общалась с ним, оказывается. И когда видела этого дракона, значит, он ее не боялся, а она его не боялась. Так иногда
ласкательных несколько слов скажет. И, естественно, когда этот квартирант, значит, утром выходил во двор, в огород, в заднюю часть, дракон тоже никого не боялся, он спокойно шел свое место обитания, понимаете? Этот человек испугался, дракон, конечно, тоже убежал, вот. Потом он что там творил, он вам рассказывал, как он баллоны сжигал и так далее. В конечном итоге, говорит, я вообще, говорит, эту дверь в огород закрыл, говорит, бывает вот из-под навеса в огород выходящая дверь, говорит, закрыл его и по-быстренько ушел вообще из этого дома. Вот так вот. А этот, говорит, да, мать жила, говорит, мы все повзрослели, разбежались, она в основном в этом дворе жила одна. Вот так вот. Буквально позавчера мне звонит тоже один человек, он на днях приедет, обещал меня свести и показать, познакомиться с людьми, познакомить меня с людьми, которые тоже расскажут, которые также живут, понимаете ли, с этим существом во дворе. Можете представить? Так что будет интересно, следите за моими роликами, я возьму у них интервью, ну и так далее. Вот это что связано с драконом. А вот насчет этих ученых, как председатель инициативной группы Ноев Ковчег Авторханов Або. Человеку скоро будет 86 лет, он академик РАЕН. Этот человек, о котором, видимо, я еще несколько роликов выставлю, в буквальном смысле сегодня показывать, как надо построить новый Ноев Ковчег в Чечне. То есть он пишет о возрождении, особенно горных районов, возрождении сельского хозяйства и животноводства. У него более 100 с лишним работ по этому вопросу. Вот, если хотя бы мы часть исполним, возродим сельское хозяйство в горной местности, особенно животноводству по его этим лекалам, вот вам и ковчег. Другой, Паскачев Асламбек, очень сильный экономист. У него очень много написано о налоговой инспекции, а вообще о экономике, какая должна быть наша республика. Даже у него есть очень интересная статья в одном журнале, забыл я его название, где он в буквальном смысле предлагает новый евразийский ковчег. Это то, что мы сегодня пытаемся делать. А тот объект, который мы изучаем, это аксиома, от него никуда, как говорит наш Марат, не денется. Всем придется признать, что мы являемся прямыми потомками Ноя, и что ковчег, если, как говорит наш муфти, где-то он есть, он должен быть у нас в Чечне. Но насколько это серьезный объект, насколько он ёмистый, я говорю, что мы сегодня видим часть ковчега. Понимаете? Часть ковчега. И изучение этого объекта мы, наверное, будем долго изучать. Доказывать что-либо кому-то мы не собираемся, и мы не доказываем. И вот когда нас приглашают некоторые ученые на конференции, на круглые столы, на разные слушания, мы выезжаем по мере возможности и отвечаем на их вопросы, показываем им артефакты. И эта тема стала уже не только российской, не говоря уже о чеченской, она стала уже международной. Вплоть до того, что нас ждут уже в Турции, нас ждут в Китае, на Тибете и так далее. И так далее. Тибетскую экспедицию я готовлю. Буквально через 2-3 дня
Я вам примерную дату скажу, когда я с ребятами выйду. Команда уже состоялась, то есть еду я, Джамирзаев, если у него получится, но я не знаю, как у него получится или нет. Оператор мой едет питерский ученый Родион, его жена, руинистка, едет, естественно, Гранковский. И я думаю, с Академии наук тоже. Рената, наверное, поедет. Она организатор молодежной организации «Приран». Она изъявила желание тоже посетить вместе с нами этот объект. Вот команда, которая поедет, иншаллах, на Тибет. Максимум, мне сказали, 10 человек, ну, минимум 7 человек уже есть. Вот. Естественно, мы возьмем с собой Али, кабардинца этого, которого вы не раз уже слышали в Ютубе, о чем он говорил. Он говорит, что это было, говорит, 14 лет тому назад, его общение с этими людьми. Но мы думаем, если тысячелетиями они сохранили эту информацию, что и сегодня будут люди, которые владеют этой информацией, а тибетские далай-ламы, тибетские ламы, они берегут эту информацию, я точно знаю это. Ну, а я вам уже не раз говорил о пуштунах, которые живут на Тибете, в Афганистане, в Индии и в Пакистане. Вот это места, понимаете, это те ворота, которые охраняли наши предки, это пуштуны-чеченцы. Понимаете, они говорят, я уже не раз говорил, на нашем языке самые такие у них красивые изречения, красивые слова нашего языка. Мы намного в худшую сторону отошли от языка, они намного лучше сохранили язык Ноя. Это те предки, которые во времена Александра Македонского были там, понимаете, Александрия Кавказская где-то должна быть рядом, она существует в древних картах. Александрия Кавказская, так она и называется. У кого есть там древние карты, посмотрите или забейте в интернет, вы увидите эти места. Некоторые говорят, что это Кабул, некоторые говорят другое место, ну а мы думаем, что это место вообще занесено песками, и ее не видно. Она должна быть именно в этом месте. Естественно, если у нас получится и выйдет с Германии товарищ, он тоже пуштун, доктор Гилани, ученый, я ему тоже депешу дал, он примерно сказал сказать мне дату, и он через Афганистан или через Китай подъедет. Он очень многое знает об историях пуштунов и так далее. Дело в том, что в 2013 году я с ним случайно встретился в Германии, и мы поняли, как говорится, что мы с ним очень генетические братья, не просто братья-мусульмане, а генетические братья, у которого история более 6000 лет, понимаете. И буквально, когда я до праздников сказал несколько слов о пуштунах и о их местонахождении, что мы собираемся, тогда наши турецкие земляки вышли на связь и выставили мне клинопись. Вот, говорит Мухаммад, свидетельство того, я вот вам это фотографии выставлю в этом ролике, свидетельство тому, говорит, что ты на правильном пути, урарто-хуритские таблички, где говорится о пуштунах. Понимаете? Очень интересно. То есть получается какой-то симбиоз вот находок. Да, он же может еще с нами поехать. Он тоже изъявил желание из Турции. Он тоже поедет с нами. Что мы собираемся делать в Турции? В
В Турции мы, значит, проведем свои практические занятия от Международного университета. Буквально завтра у нас будет онлайн-связь с Международным университетом. Мы все с Чеченской Республики и с Москвы договорились, значит, поговорить, поставить точки над «и», и буквально на днях эти уроки появятся в интернете. В первую очередь они появятся на моем канале, я буду их выставлять вам. А так онлайн, ну, не все умеют делать ее, понимаете? Кто умеет, тот присоединится, я наше расписание вам скажу, и будем изучать клинопись, язык урарта, хуритские языки будем изучать. Вот, и, конечно, появились студенты, некоторые ребята, подписчики, которые интересные древние языки, помимо урарто-хуритские, китайские древние изучают, есть ребята, которые древний арабский изучают, так называемый коранический язык. Вот, это от современного арабского языка очень далеко, очень даже, я бы сказал. И сегодня, когда некоторые богословы так свободно трактуют Коран, мы удивляемся. Ну, конечно, многие говорят «Валлаху а'лам» и делают то, что умеют. А когда нас учили, тогда в буквальном смысле перевод был другой, понимаете? Что сегодня удивительно, вот один момент, я хочу несколько слов об этом сказать. Оказывается, даже алфавит поменяли. Понимаете? Не говоря уже о программе в школах арабских, и не говоря о том, что дамасская школа свои какие-то отклонения имеет, египетская школа свои какие-то нюансы, пакистанская школа, у них свои нюансы, понятно все. Но у нас уже в Чечне, лично я видел, алфавит уже изменили. Особенно буква «зад». Когда мы учились, было «ЗДОД», «зад». Потом я как-то в 2008 году, что ли, как-то разговор у нас зашел насчет «дод», «зад», вот этого произношения. И я смотрю, уже буква «З» стоит «ЗД», «дзод», «ДЗОД», вот так вот. А сегодня вообще буква «З» исчезла. «Дод». И все. И никакого звучания буквы «З» даже нет. А нас учили, но сейчас у меня с зубами не то, понимаете. Я-то не смогу произнести его как должно, но дело в том, что звучание «З» было. «Зод», «зод», понимаете? А сейчас нету ее. «Дод» и все. Вот так же вот эта борьба идет, понимаете, вот в комментариях некоторых трактуют неправильно, хадисы придумали разные, чтобы сбить нас с толку. Мы же знаем, что в Иерусалиме есть исламский университет и ежегодно выпускает студентов, дипломированных. И кое-что, какие-то они диссертации там защищают, понимаете? И эти люди работают в мечетях, в школах и так далее. Так что вот эта тема существует. И искажение истории, многие ученые мира уже это все увидели, и идет такой процесс возрождения этой истории. И мы стоим во главе этой истории. Не просто где-то в середине как-то, нет. Получается так, что мы, народное, Нохчи, стоим впереди. И все крупные цивилизации, государства, империи, кого хотите возьмите, хоть империя Цин в Китае, они знали, кто мы такие. И назвали себя поднебесными. А нас называют китайцы небесными. Ану-нахи. Понимаете? Не Анунаки, а Анунахи. Вот это
СК есть, которые не сунули, и некоторые Х не умеют, наверное, высказывать, или умышленно не произносят эту букву. Ану, нахи. Ану – это небесные, нахи – это люди. Небесные люди. Это не значит, что там ангелы и так далее и тому подобное. Просто элементарно вот во многих художественных фильмах видно, исторических фильмах видно, живет там, ну, возьмем тот же самый Вавилон. Какое-то царство было. В интернете же есть макеты сделаны, рисунки сделаны, снятые фильмы, вот эти такие летающие сады, там, так далее, там все же это есть. И вот те люди, которые были за воротами, за стенами, как хотите их называйте, племенами, там, кочевниками и так далее, они вот этих людей, которые живут в замках, называли небесными людьми. И даже во многих греческих эпосах, легендах, есть в священнописаниях в некоторых местах, есть, как анунаки, значит, начали жениться на простых земных людей, женщин. И вот они смешались. То есть элементарно вот это сохранилось до сегодняшних дней, что некоторые тейпы в горных местностях, я имею в виду у нас, на кого угодно они не женятся. Они очень скрупулезно выбирают невесту. Также и жениха очень скрупулезно выбирает. А на равнине, как везде, полный бардак, не зная даже кто, как женится, перемешивается тогда. А тогда они очень это сильно соблюдали. Даже я слышал рассказы от старожил, если как-то в военное время там украли женщину, чеченку, были моменты, что ее увезли. Если она сама, значит, не уничтожила себя, ее находили и возвращали. У некоторых даже дети родились и знают их, кто они, как они. Но нахи – это такой народ, они детей не выбрасывали, они из этого, значит, чужеземца делали своего человека, и у них это в основном получалось. Хотя у обратной стороны, особенно Китай и другие вот эти монгольские нашествия, особенно во время Тимерлана, много женщин, нахских женщин увели, понимаете? И вот эти гибриды, которые они сделали, которые потом собирались применить на новых войнах, там, через 100 лет или 200 лет, они обращались против них, понимаете? Даже вот такие более свежие артефакты во время Кавказской войны крали у нас детей, делали из них манкуртов и потом забрасывали на Кавказ. Некоторые, значит, у них получалось, что они выполняли их программу, а некоторые уходили в горы и воевали против них. Но об этом не будем говорить, об этом хорошо Лермонтов написал, Лев Николаевич Толстой очень хорошо написал, даже у Пушкина есть строки, если кто его изучает, где и как. Александр Дюма об этом написал, ну и так далее. Кому интересно, эта литература есть. То есть сегодня мы, значит, изучая вот этот объект Ноев ковчег, естественно, мы выставляем историю народа Нохче. Делаем все возможное, чтобы возродить